Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем братьям, кто у нас присутствует, и всем тем, кто нас услышит в дальнейшем, иншаллах. Всем большой салам от всех нас. Сегодня у нас второе число Сафара месяц по хиджре, 1448 год, по юлианскому календарю 16 июль 2026 год. В международных отношениях геополитики есть много о чем рассказывать, много новых новостей, информации. Но, иншаллах, я опять сегодняшний эфир хочу посвятить предыдущему эфиру и продолжить разбор по той теме, которую я осветил в предыдущем эфире. После этого эфира в комментариях и на личку, как на Telegram, на WhatsApp, ко мне поступали некоторые вопросы, задавали, интересовались. В комментариях было много комментариев. Я и раньше говорил, и еще раз повторяюсь, те комментарии, которые пишутся с критикой, мой адрес и в целом, их пропускать я проблем не вижу, иншаллах. Но когда человек превращается в какое-то подобие животного и изрыгает какой-то нереальный, выражаясь нереальными словами, которые тяжело и стыдно произносить настоящим мусульманам, унахам. Соответственно, такие комментарии я не пропускаю. Поэтому вот после предыдущего эфира было очень много таких замечаний, комментариев, похвалы и дополнительных вопросов. Поэтому, иншаллах, я немного хочу сделать этот эфир сегодня разъяснительным, и для того, чтобы закрепить, что я хочу донести в первую очередь до нашей молодежи, и чтобы они это зафиксировали в своей голове, чтобы в дальнейшем уже знали, где и что, кто есть кто и тому подобное. Поэтому, иншаллах, максимально стараюсь сделать эфир незатяжным. Вот один из таких часто задаваемых вопросов, и как предыдущих, после предыдущих эфиров и после последнего, это такой вопрос: почему ты всегда говоришь на русском, когда разбираешь и обсуждаешь чеченцев и наши внутренние проблемы? Почему нашу внутреннюю кухню выносишь наружу? То есть, это понятно, с какой целью и кто задает такие вопросы. Иншаллах, в любом случае, я считаю, что не буду игнорировать. И могу на это ответить. Получается, по-вашему, те, кто так пишет и думает, получается, те, о ком я говорю, которых обсуждаю, которых критикую, что они строят свою политику чисто на чеченском языке. То есть получается так, что они все, что они делают на чеченском, а я это все перевожу на русский язык. Вот так все это можно понять, исходя из ваших же замечаний, да? Домашние манкурты на местах, о которых мы сегодня много говорим, обсуждаем, они по факту являются рабами кремлевских кафиров, которые говорят только на русском языке. А дезертиры, которые покинули джихад и в дальнейшем носили раскол и вражду наши ряды, также в большинстве своем освещают
всю свою деятельность на русском языке, создавая бурю в стакане, как говорится. Скажем, чего стоит дуэт Курочкина, да? На кого сегодня национал-демократы взывают благословения Аллаха. Они также всю свою работу и деятельность ведут на русском языке. Украинские политики и президент, на кого сегодня опять-таки молятся наши национал-патриоты, демократы, и вокруг которых создают медиаэффект мнимой какой-то победы, вот эти дезертиры тоже также говорят на русском языке. Ходорковский, Яшин, Карамурза, не знаю, Каспаров и все остальные, те, кто ошивается вокруг этих сатанистов, все они говорят на русском языке. А я именно говорю, в том числе, и чтобы до них тоже это дошло, о чем мы сегодня говорим и разбираем. Мы понимаем, что они не хотели бы, чтобы те же кафиры знали об их слабостях и кто они есть на самом деле, кто они такие. Им, соответственно, это им не нравится. Когда я и другие братья освещают историю предателей манкуртов, которые сегодня у нас на родине, и дезертиров, которые сегодня в основном за пределами нашей родины, чтобы мы все это освещали на русском языке. Соответственно, для них это минус. И преподнося, что это внутреннее дело чеченцев, опять я считаю, что все это сводится к национализму, с критикой в отношении меня. А они свое предательство и дезертирство, кому они показывали, кому они адресовывали, на кого они опирались. На кафиров, соответственно, кому еще? Ими прикрываются по сей день, от них кормятся по сей день и им подчиняются по сей день. А меня учат говорить только на чеченском. А те кавказские братья, которые населяют сегодня Кавказ, которые также имеют право знать все, о чем сегодня происходит и в нашей республике, и мы должны знать то, что происходит в их республике, почему они должны оставаться в стороне. Вот поэтому получается, что приходится говорить на русском языке. Еще раз повторюсь, на каком языке говорить и какую политику надо вести чеченцам, должны определить совет избранных и достойных из нашего народа. Как по-чеченски, если выразиться, Кхеташу. Вот после его избрания, к чему я последние 10 лет и призываю, вот они уже будут решать, на каком языке нам вести информационную политику, войну, призыв и обсуждение. А до сей поры мы видим, что каждый выбирает в большинстве своем то, что ему выгодно. А мы каких-то легких путей не ищем, мы, наоборот, хотим, чтобы мы на те же грабли не наступали в дальнейшем. Вот поэтому я и веду свой призыв, свою политику, свою, насиху именно на русском языке, потому что у меня в окружении и со мной на связи очень много братьев из других вилаятов, которых я люблю, которые меня любят ради Аллаха. И, соответственно, интересуется то, что происходит у нас, что может нас ожидать и в чем мы должны вместе идти вперед. Вот такой ответ на такой вопрос, чтобы в дальнейшем такие вопросы у вас не вставали. Далее опять много пишут, обвиняют, мол, зачем ты вбиваешь клин сейчас, когда вот что-то намечается, мол, когда вернемся домой, там и разберемся, кто есть кто. Субханаллах. Клин бивали последние 30-35 лет и продолжают бивать. Разделяли, убивали нас, делали бухтаны
И сейчас опять хотят вернуть нас к этой джахилии при помощи тех же кафиров, субханаллах, чтобы опять нас кусали из той же норы. Я, валлахи, против разделения. Я за полное объединение, но на основе Корана и Сунны. И выбора Совета Шуры, чтобы быть едиными и не повторять прошлых ошибок. А сидеть на пропагандистской волне кафирских ресурсах и мечтать о победе, которые тебя обещают подарить кафиры, я считаю, себя не уважать и признавать свою никчемность. Также бывают вот такие замечания, нарекания, упреки, мол, почему ты обвиняешь всех в предательстве и в дезертирстве, а сам сидишь в Европе и разглагольствуешь. Вот тоже такое часто встречается. Во-первых, я никогда не обвинял всех. Это важно учесть. Я, когда что-то, кого-то обвиняю, называю имена и фамилии. А если коснуться последнего эфира, то там, мы помним, там идет напоминание нашего лидера Аслана Масхадова. И также в других эфирах я стараюсь в основном цитировать наших ушедших лидеров, героев, которые побольше моего обвиняли как и предателей, так и дезертиров. Послушайте еще раз обращение Аслана в прошлом, Шамиля Абдуллаха, Зелимхана Яндарбиева, Докки Умарова, Абдул-Халима. Многим, видимо, это не нравится, потому что, как говорится, на вору и шапка горит. А таких много. Ну, опять еще другая пословица. Что посеешь, что пожнешь. Вы сами выбрали свой путь. Нравится он вам сегодня или не нравится, это другой факт. Вот хочу к месту напомнить вот один из таких моментов. Был вот в прошлом, лет 5 назад, случай такой, что разборки шли между командой Закаева и Жамбулатом Сулеймановым. И вот в основном все это шло через интернет. В ответе к Закаеву на одном из своих собраний Жамбулат сказал, видимо, там Закаев упрекнул ему, мол, ты кто такой, чтобы учить или там указывать, типа того, скорее всего, было так. И Жамбулат ему отвечает, мол, я имею право говорить не меньше твоего, а то и больше твоего. Я больше тебя работал против имарата, соответственно, против эмира. Я вот помню из одного из их заседаний, как вот в своем собрании Жамбулат ответил вот так Закаеву. Не работай против кафиров, а тем, что работал против имарата и против эмира, который полностью отрекся от тагута, как нас как бы является, можно сказать, основой. И, соответственно, как бы вот приводя вот такой пример, я хочу сказать, в отличие от многих из тех, кто сегодня меня или мне подобных критикуют, валлахи, я хочу сказать, что я имею право говорить и буду говорить, буду разоблачать тех, кто стоит на своем заблуждении. Заблуждаются все, те, кто упрямо стоит на своем заблуждении, их надо разоблачать. Я всегда выступал против кафиров и оккупантов, никогда не выступал против наших президентов и эмиров, даже самого низкого чина, будь то эмир, группы джамата. И мы сегодня видим по факту, что в очередной раз, надеясь на силу и финансы кафиров и их поддержку, мы видим, как те же манкурты, которые на местах у нас на родине,
И те же дезертиры, которые сегодня как бы почуяли запах крови, начали как бы создавать движение, они все стремятся к власти на штыках кафиров. А получается, мы должны наблюдать и хлопать в ладоши ихним как бы вот этим медиаэффектом и пафосным заявлением. Мы уже за пределами нашей Родины являемся мухаджирами, уже некоторые по 25, по 26 лет, некоторые по 20 лет, я уже 15 лет здесь. И у нас сменилось большое поколение. Кто был ребенком, уже стали мужчинами, те, кто рожденные, уже являются подростками. И мы опять видим, что вот эти национал-демократы опять сеют вот это свое семя демократии в сознании молодежи. И получается о вашем предательстве манкуртов на местах и о вашем дезертирстве, которое никто вас не заставлял делать. И надо, получается, молчать, и как бы, чтобы об этом подрастающее поколение не знало. Мы видим сегодня тех людей, которые сегодня начали уже вылазить из норы, которые лет 20 не давали о себе знать, не было никаких признаков жизни, и уже, как я сказал выше, почувствовав, почуяв какие-то изменения, а у них нюх хороший, и, соответственно, начинают сегодня опять сеять вот эту смуту, искажать нашу историю, и получается, опять мы должны молчать и хлопать тому, что они делают. Когда информационная работа ведется против несправедливости, против манкуртов, мы должны понимать, как они к этому относятся. Эти рабы, которые возомнили себя хозяевами человеческих судеб и жизней и считают, кто им смеет перечить, для них это большой болезненный удар. Упоминание о как бы неизбежной наказуемости и вот касательно той работы, которую мы сегодня проводим. Более того, валлахи, можно предполагать, а в некоторых случаях и утверждать, что многие из тех манкуртов, которые сегодня управляют, можно сказать, прислуживают кремлевским кафирам, они в большинстве своем знают, с какой целью и для чего они все это делают. Они в большинстве своем не являются истинными чеченцами. И поэтому враждебно и лютой ненавистью относятся к нам, к чеченцам. А иначе их поведение нельзя объяснить. Даже чеченец, который стал предателем, валлахи, я более чем уверен, не будет себя так вести. До меня, мне рассказывали, что вот этот Атлангирио Мавлади, которого Кадыров убил в Хоси-Юрте, который в прошлом, будучи сподвижником, помощником Кадырова Ахмата, он якобы где-то в своем кругу произнес, я так слышал, будучи вот таким человеком, он сказал где-то в своем кругу, мол, он никогда бы не стал так унижать чеченцев и делать такие жестокости по отношению к чеченцам, как это делает Ахмат и его команда. Хотя сам и помогал ему в начале становления Кадырова. Ну, будучи чеченцем, скорее всего, я считаю так, видимо, он даже не мирился вот с этими поступками, которые исходили от этих манкуртов. Вот после одного моего аудио короткого обращения, по обращению к Музыкаеву Аднану, там тоже несколько комментариев, которые, мол, ты же его подставляешь, мол, типа того примерно, его же убьют там, мол, хотят преподнести это, как будто это такой святоша, невиновный человек, он сам выбрал свой путь.
И у него есть покровитель в лице Путина. Он задолго до Кадырова имеет отношение с Кремлем и с руководством Кремля. Это он как бы представлял его Путину, договаривался о встречах с администрацией Путина. У него крыша хорошая, пока Путин жив, пехотинец Путина не посмеет тронуть Аднана. А он уже не молодой человек, у него есть шанс покаяться примерно. Раз он сам где-то в узком кругу как бы заикнулся примерно, чем они занимались. Ну, не то, что он занимался, а то, что он видел, чем занимаются. И, соответственно, в любом случае, некоторые вещи и так являются достоянием. Но было бы хорошо, если бы он сам покаялся бы и осветил бы вот эту тему. И мы, иншаллах, ждем от него вот такого покаяния. Помните, вот был такой момент, что есть такой как бы в окружении Кадырова некто Хасу. Его в прошлом мы помним, что уличили якобы в нетрадиционной ориентации, по крайней мере, так вот говорили. Далила у нас нету, поэтому, иншаллах, мы как бы передаем слова. Вот касательно, мы помним вот эту историю. И также мы слышали, что кадыровцы как бы ищут его, вроде бы грозились его убить вот, за нетрадиционную ориентацию, примерно, о котором в отношении которого они сегодня делают всю свою медиа-программу. А потом раз эту тему замяли. И я слышал, что вот был, как бы дошел до меня слух, что вот замяли эту тему после того, как Путин как бы позвонил или где-то через кого-то передал, чтобы этот вопрос закрыли. Так что у этих людей есть свои покровители в Кремле. Там с разных источников, через разные лица примерно управляют вот этими манкуртами, как по нотам. А эти, соответственно, манкурты, они могут сегодня как бы разыгрывать патриотов, героев, играть на арене, ставить спектакли. Все вот эти предатели и дезертиры, мастера, мы в этом не раз убеждались. Мы же помним, вот как Кадыров не раз плакал и рыдал в разных ситуациях. Как он умеет пускать слезу, мы тоже видели, да. Также мы помним, как вот этот Аптишка, да, при Кадырове изливался слезами. Вот недавно был тоже случай, когда Адам по прозвищу Сазан, когда ему задали вопрос касательно Кадырова Ахмата, он тоже прослезился, да. Это лицемерие, лицедеи в полном смысле слова, примерно. Они и им подобные, как внутри, так и за пределами. Вот такое дело. И часто также бывает, что спрашивают, видимо, те, кто не знает, не разбирается в новейшей истории, не вникает в суть происходящего. Мол, Абу Хамза, какое ты имеешь право критиковать и осуждать тех или этих примерно? Мол, ты сам чем занимался и что полезного ты сделал, чтобы так говорить, критиковать или наставлять, примерно. Вот такие как бы замечания и вопросы тоже бывают. Поэтому, иншаллах, этот вопрос также, считаю, нужно осветить. Не для того, чтобы как бы хвалиться тем, что я делал. Но в любом случае, чтобы молодежь знала примерно, из каких позиций я исхожу, с какой целью я это делаю, и какой у меня как бы биография за моей спиной. Я понимаю, что многие из числа молодежи не знают, кто я, что и как, и, соответственно, обоснованно могут задавать такие вопросы.
и в большинстве своем, которые находятся под влиянием манкуртов и дезертиров. Но есть и те, кто осознанно это делает, чтобы отвращать молодежь от нас, от нашей насихи и нашего призыва, который делаю я, в меру своих знаний, делают другие. Мол, он, касательно меня я говорю, мол, не бывший министр, не вице-премьер, не генерал, не депутат, а значит и говорить не должен. Так вот получается, по мнению тех же, скажем, предателей и дезертиров. Поэтому, иншаллах, не для того, чтобы поднять какой-то свой имидж, алхамдулилля, я в этом не нуждаюсь и не стремлюсь. Но, тем не менее, иншаллах, постараюсь коротко изложить поверхностно свое участие в прошедших событиях нашей новейшей истории, чтобы те, кто меня слушает, понимали, из чего я исхожу и для чего я это делаю. И чтобы молодежь наша имела хоть какое-то маленькое представление обо мне. До начала Первой войны, после распада Советского Союза и после того, как союзные республики заявили о своей независимости, и Чеченская республика в том числе, я наблюдал за происходящими событиями, но особо не втягивался в эти дела. На митингах не стоял, в оргкомитетах не состоял, на собрании ОКЧН в ЦИСК я дважды ходил, слушал. Но на тот момент для меня было много и непонятного. Я работал, кормил свою семью, но полностью уверенно принимал позицию Джохара Дудаева на тот момент, которую заявляли из его уст, позицию независимости, которую они излагали и к чему они стремились. Я это полностью поддерживал и принимал. Но когда 26 ноября 1994 года Гантемиров, Хазбулатов и другие напали на Грозный в купе с русскими, подготовленная операция Кремлем, Министерством обороны, я в тот день даже работал. Я тогда понял, что уже война неизбежна, и, соответственно, стал готовиться к этой войне. А 11 декабря, когда началась война, официально началась война, то у нас на нашем участке было собрание, и там Газабаев Шахид Хаджи, которого уже нету, он призвал нас к газавату, к джихаду. И, соответственно, 12 декабря я уже подготовленный со своими братьями, родственниками, с оружием в руках, с машинами, мы выехали к Гилаеву Хамзату. Он тогда держал позиции уже на 36-м участке у первого молсовхоза напротив позиции Рохлина. Вот 12 декабря я уже предстал перед Гилаевым, сказал, что вот я могу, чем смогу помочь примерно. Валлахи, никому не был обязан, никто ничего не возлагал на меня, ни в какие оргкомитеты, как я сказал, не входил. Пришел час, и я вышел против оккупантов, считал это своим долгом. И пока мы в целом не покинули Грозный, я полностью, без одного дня, не выбывая, принимал полное участие в обороне нашего города. И в дальнейшем оставался в строю, когда мы оставили город. Закончил Первую войну в операции «Джихад» и штурма Грозного вокруг в осаде Гуоша в районе Старого Промысла. Когда после Первой войны все стремились к власти, расширяя и укрепляя свой круг и авторитет, я, видя всю эту ситуацию, эту гонку к власти и разделение между нашими народами, я сознательно ушел в сторону, будучи несогласным с проводимой политикой, и занялся
прокладкой дороги свое родовое село, которое было полностью разбомблено в Первую войну. Ни одного живого строения в нашем селе не было. И у нас со времен Советского Союза не было дороги. Дважды пробовали его делать, не получалось, оставляли. И я уже как бы всю свою энергию пересориентировал на это дело и как бы начал готовиться для того, чтобы провести дорогу в свое родное село, чтобы его в дальнейшем мы могли восстановить. А на выборах, да, я участвовал и поддержал связку Масхадова и Арсанова. Ввиду того, что я находился в подчинении в конце войны именно Арсанову Вахи. Как бы свой амир ближе к телу, как бы руководствуясь вот таким принципом. Соответственно, теперь я и многие в том числе знают, что если бы мы тогда не делали бы этих выборов, оставили бы Яндарбиева Зелимхана президентом, все было бы по-иному. Не было бы сегодня среди нас Ямадаевых, Байсаровых, Кадыровых, Хамбиевых и им подобных. Остается сожалеть и делать выводы на будущее, впредь, что я и стараюсь делать. Дальнейшие старшие из нашего поколения, мы помним раскол и противостояние в нашей среде. И тогда я держал нейтралитет и невмешательство. Невмешательство вот в эти дела как бы особо не принимал ни одну из сторон, ввиду того, что я видел много непонятного, мути, вражды, и как бы наблюдал, анализировал меру своего знания и видения. Это как бы поверхностно, я стараюсь как бы сделать такой короткий анализ, чтобы молодежь понимала, о чем идет разговор. Касательно участия во Второй войне, пусть те, кто на сегодняшний день остались в живых, участников, вот, аргументами и фактами покажут мне процент КПД больше моего вклада против кафиров. Вот во второй кампании, из тех, кто сегодня жив. Соответственно, помимо пафоса и антуража, начиная с конца 1999 года, как только наши начали возвращаться из Дагестана, и когда уже мы воочию поняли, что война неизбежна, и вплоть до 2005 года, пока я не попал в плен, вот эти 6 лет я без единой отдышки примерно и без единого дня отдыха все эти 6 дней отдал на пути вот этого сопротивления, на пути джихада. И пусть мне кто-то сегодня упрекнет, что он работал больше моего. Соответственно, я еще раз повторяюсь, мое становление шло поэтапно и осознанно, а не наскоком по ситуации, как это делали многие и делают по сей день. Не будучи полностью уверенным в правоте дела и как это дело делается, проводится, я максимально старался не лезть вперед, не выпячивал грудь, не просил орденов и званий, как делали многие из тех, кто жив на сей момент, которые на тот момент окружали наших лидеров и вводили в первую очередь, вот именно эти люди вводили этих лидеров в заблуждение, ограждая их всех, ограждая от всех и всего вот этих людей. Вот мы имеем доступ к телу, и больше сюда никто не должен приближаться. Валлахи, вот такая ситуация стояла среди наших лидеров и ихнего окружения. Я вот эти этапы осознанно, иншаллах, проходил, вникал в суть, в саму суть, что на самом деле у нас происходит. Я видел обстановку нашей республики после Первой войны и на 99% не был согласен с проводимой политикой нашего руководства. И все мои близкие люди это знали и видели. Не дадут соврать. Ни разу у меня не закрадывалась мысль при такой же ситуации, при этой же ситуации, что
каких-то там серьезных или других моментов, что мне надо искать запасной аэродром или дезертировать, или поменять лагерь, валлахи, такой мысли никогда не закрадывалось. Но критиковать, видеть все, что происходило, все, что не одобрялось ни нашим народом, ни исламом, соответственно, я все это видел и делал свои выводы и анализы. И когда вот Вторая война, когда я почувствовал, что она приближается, я ни на одну минуту зря не терял. Валлахи, пусть кто-нибудь скажет, что я вру, или найдет какой-то изъян в моих разговорах, в моем описании. Я готовил базы в горах, заготавливал продукты, завозил в горы солярку, бензин, моторное масло, амуниции. Никто мне это не указывал, и никто мне в этом не помогал. Наоборот, на тот момент многие хотели как бы со мной дружить и перетянуть к себе свой лагерь. Опять шло разделение и имиджевые притязания. Мы как бы молча, я видел, чем занимается Докка, видел также, что он готовится. Гилаев несколько раз по-хорошему мне предлагал должность наиба, я, соответственно, отказывался. И вот первым делом, как война уже подошла к нашим границам, я первым делом организовал госпиталь больницы, которая пустовала на тот момент в Чири-Юрте, которая стояла без света, без воды, врачи все разбежались, все было растаскано, разворовано. Нашел и договорился с двумя врачами. Одного я точно знаю, что сегодня с нами нету, которых многие раненые помнят, знают и делают, наверное, за него дуа. Вот договорившись с ним, я, иншаллах, ночью, днем было это опасно, ночью уже как бы ездили по городу на грузовике с людьми, вывозили необходимые там кровати, аппаратуру для больницы, медикаменты, которые находили в разных больницах, пустых в большинстве своем. Поставил генератор свой личный, и уже, можно сказать, в начале войны я этот госпиталь уже в полной форме запустил в Чири-Юрте. Ну, соответственно, я понимаю, что те, кто лечились тогда в этой больнице, они и понятия не имели, как все это делалось, кем это сделано, а потом уже по мере состояния раненого, после оказания первичной помощи, и, соответственно, уже в большинстве своем этих людей вывозили на границу с Грузией. Опять под охотой тех же самолетов и вертолетов. Многие из тех, которых вывозил, и сегодня живые, тоже не дадут соврать. Также хочу как бы поверхностно сказать, что вот в начале Второй войны была база в моем родовом селе, которую я лично сам сделал. Гилаев всех практически, можно сказать, своих новобранцев готовил именно на моей базе. По их вине вся эта база и была разбомблена, потому что они не соблюдали осторожность. Хотя, когда я делал дорогу в свое село и хотел продолжить прокладку этой дороги в сторону Ачхой-Мартана, и как бы с просьбой, когда я подошел к самому Хамзату, чтобы он заставил Нуждена Дааева на тот момент помочь мне, который являлся министром автотранспорта, автодорог, то есть на тот момент, и подчинялся напрямую Хамзату, чтобы он его заставил, чтобы как бы помог мне хотя бы самым необходимым. И на мою просьбу тогда Хамзат как бы это проигнорировал. Тем не менее, примерно моей базой как бы воспользовался, ну, с моего разрешения, соответственно. То есть я не видел у нас тогда в наших лидерах конкретных, не было у нас государственной стратегии. Тактические какие-то шаги мы делали, а стратегии я не видел. Вот в начале Второй войны мы, все, кто участвовал, все, кто живой, также помнят, что
весь штаб нашего направления был у меня во дворе, в моем доме. Потому что был подходящий, хороший подвал, и питание соответствовало. И многие из наших, не из наших, находили там убежище. То есть я хочу сказать, что я на эту войну поставил все, что имел. Как живых, так и материальных во всех отношениях. Когда мы уже оставили город и поднялись с горы, я помогал всем и делал самую, можно сказать, опасную часть тяжелой работы тогда в горах. Живые не дадут соврать. Да, многие, которые были там на тот момент, они какие-то определенные свои там лагеря разбили и сидели как бы в этих лагерях. А я, как белка в колесе, можно сказать, крутился во все концы. Это у нас сейчас оценивают по фоткам и по камуфляжу с автоматом наперевес, кто воевал, а кто не воевал. Да, таких фоток я не делал и не жалею, алхамдулилля. Потому что мне это пригодилось, и я это предвидел. Получается, как бы, если в кавычках сказать, что у меня не было денег на форму и автомат, если я не фоткался. Я всегда был в военной форме и при оружии, примерно. Но ни разу, ни в первую, ни в вторую войну не делал ни одного фото. Потому что знал, насколько эта война затянется и насколько наш враг опасен. Кто чем занимался тогда, многие знают, которые живые сегодня. То есть те, которые, можно сказать, с юго-западной стороны. Ну, молчат. Аллах им свидетель. Мое село, куда я сделал дорогу, потратил на это 2,5 года, живя в вагончике в лесу в то время, по-другому нельзя было там работать. Когда на тот момент все наши, сказать, национал-патриоты примерно боролись за власть и авторитет свой. И как эта дорога потом нам всем пригодилась во Второй войне, знает также все, кто прошел через эту дорогу, и все, кто еще живой. А то родовое село, благодаря этой дороге, которая восстанавливалась на момент войны, только начала восстанавливаться, там не было с десяток домов, как она стала потом первым пунктом для остановки и восстановления наших бойцов и муджахидов. То есть для первичной передышки истощенных людей, которые выходили из города голодные и замерзшие. И, соответственно, оценить это смогут те, кто только сам прошел и сам участвовал вот в этом выходе. Все помнят Белый дом, как согревались, как подкреплялись, и оттуда мы организованно вывозили их в Шатой уже еще 20 километров. И в другие села под непрекращающими обстрелами артиллерии и самолетов, вертолетов. Практически вот весь штат наших людей, которые вышли из города, можно сказать, все они прошли через мое родовое село, и 60-70% непосредственно были вывезены, в первую очередь накормлены через наши как бы, руки, через мою организацию, которую по факту организовывал лично я. Да, я опять повторяю, что простой боец, муджахид, не задумывался над происходящим на тот момент. Он вышел на джихад, на защиту Родины, мол, есть министр обороны, есть командующие направлениями, президент, кабинет министров. Они, муджахиды, наверное, считали, что они это делают, что они обязаны это делать. Так многие видели, и как бы я их не обвиняю, но, валлахи, этого не было. Вообще не было на юго-западном направлении. Кроме Хаттаба и Шамиля, и Докки стратегически к войне мало кто из наших подготовился. Продукты питания и запас на тот момент оказалось только у Хаттаба. В схронах, которые он подготовил, даже в моем родовом селе, как бы я об этом даже не знал. Истощенные и обмороженные, голодные люди воевать не могут и не могли на тот момент. Не было
ни бензина, ни солярки, ни моторного масла примерно. И все это было именно заготовлено мною. У кого еще было? Пусть как бы назовут поименно. И где это было? Кроме своего личного, соответственно, кто-то какие-то там запасы имел. Даже я как бы на тот момент помню, даже кафиры знали, насколько на тот момент я был активен и востребован вот в те дни. Ввиду того, что они сидели на наших частотах, уже когда Шатой, можно сказать, был обложен со всех сторон, и у меня на тот момент был позывной дорожник, в то время я помню, что вот постоянно в эфирах на разных частотах в основном как бы звали, в основном меня, мол, надо вывести людей, нужно послать машину, дорожник, надо сменить рыбат на сворот дук, дорожник, помоги с мукой и сахаром, дорожник, солярка есть, бензин есть для заправки, патроны, снаряды, чем можешь помочь. Вот даже на тот момент, я помню, кафиры меня тогда троллили. Дорожник, нужна помощь, мол, помоги нам тоже, примерно. Тогда деньги не имели цены, потому что ничего не было, чтобы купить. Тот, кто помнит это, поймет. Также хочу, как бы и раньше говорил, что вот раненого Шамиля примерно, я выслал трактор примерно километров на 15 вперед, и Шамиля вывозили на этом тракторе, свой личный трактор. Дело не в том, что я имел трактор, а дело в том, что у других не было этих тракторов. Никто об этом не подумал и никто не подготовился. Я помню, когда в Ашиндарое провели совещание эмиров, и там выбрали Хамзата эмиром, я даже на это совещание не поехал, потому что видел несерьезность подхода наших эмиров к происходящим событиям. И после совещания, после вот этого маджлиса, Хамзат сразу 3 часа ночью приехал ко мне в Борзой. И как бы уже в приказном тоне заявил, что он в городе мне как бы предлагал, а сейчас уже как бы приказывает, что я его, должен быть его наибом. Я и тогда ему отказал, потому что имел на это полное право. И когда уже Хатаб с Шамилем ушли в сторону Ведено, и Бараев, Ахмадов и Гилаев начали тоже собираться уходить, как только я это услышал, я приехал к ним во двор, где разместился Арби Бараев, и всем троим в лицо сказал, что этого нельзя делать, примерно, что это неправильно. Мы только вышли из города, и сейчас опять город примерно, что это очень плохо для нас закончится примерно. И Гилаев, как бы разводя руки, мне как бы упрекал меня, а что ты мне предлагаешь? Я сказал, я тебе ничего не могу предлагать. Сейчас весна на носу, деревья распускаются. Иншаллах, выживем. Все, что у меня есть, я не жалел и не собираюсь жалеть. Но тем не менее, мы знаем, что они ушли. Часть моих людей на тот момент, 42 человека, без моего ведома, также ушли вместе с Хамзатом, как бы пользуясь тем, что он является главным эмиром. А я с остатками, ранеными и своими людьми остался в горах примерно. И в дальнейшем, валлахи, из 82 в строю, которые находились, 3 стали шахидами в горах, 79 человек переправил горы, ни одного без единой потери. И 24 человека, которые у меня были ранены на руках, всех их также переправил в целости и сохранности. Поэтому сегодня говорить, там, упрекать язык, он как бы без костей. Также хочу напомнить на тот момент, у какой группы, у какого джамата были в горах захваченные в бою примерно кафиры. Только у меня. И в дальнейшем они также послужили для спасения наших бойцов. Просто так никого не отпустил и не отдал. Это общеизвестная история, мы помним там вот захват группы
десантников. Некоторые успели спастись, некоторых мы захватили. Подполковника Жукова, которого я впоследствии отдал Арби Бараеву. Также капитан Магутнов и ефрейтор Бегаленко, по-моему, если я не ошибаюсь. Их я уже, когда полностью все ушли, когда я один остался в Шатое, и уже с ранеными у меня была проблема, я договорился с этими двумя человеками, что я их отпущу. Они в отместку мне должны привести фельдшера, чтобы оказать первичную помощь раненым. А капитан Магутнов, когда мы его захватывали, тоже был раненый. Я его по ночам возил, в первую очередь, хороший там хирург был у Рабани, к нему возил ночью под обстрелами. И вот этот ефрейтор Бегленко сам как бы ухаживал за нашими ранеными. И чтобы они представили этих братьев как гражданских людей, которые попали под бомбежки. И, соответственно, валлахи, они сдержали слово, привели фельдшера, и он как бы оказал на тот момент первичную помощь. И эти люди сегодня, многие из этих людей живые сегодня. Там рассказывают какие-то боевые операции, я сейчас не стану. Некоторые вещи общеизвестные, есть и те, кто как бы слух как бы еще не обговаривались. После операции против спецназа, я помню вот этот случай, когда Арби Бараев приехал в штаб и как бы по-доброму завидовал нам, и дважды после этого еще приходил, как бы просил меня продать трофейные винторезы. Их у нас как бы на тот момент было 4 трофейных винтореза. Он как бы вот по-доброму завидовал, что вот мы как бы в таком активном положении в работе находимся. Также как бы помню такой случай, что на совещании коменданта Шатоя был у нас ветеран один, Дауд такой. Он попросил там сидящих всех командиров, чтобы нашли тела сбитых летчиков вертолета. Как раз за день до этого был сбит вертолет из группы Джамата, по-моему, с пулемета. И он где-то примерный район знали, все практически, куда он упал. Ну, была зима, снег по колено, а в горах местность какая, мы знаем, там овраги, спуски, подъемы. И вот этот Дауд попросил там сидящих, в основном генералов, чтобы нашли вот этих 2 пилотов, что есть захваченные в плен наши братья, что мы могли бы их освободить туда-сюда, вот в таком контексте. Но я на месте уже видел, что никто этого не станет делать. И я, выбрав людей из нашей группы, 2 дня они искали вот по колено в снегу вот этот сбитый вертолет. В конечном итоге нашли, вытащили этих 2 пилотов. Я их привез, лично отдал, хотя не знаю, на кого их были тогда, на кого их обменивали. Этих братьев я не знал, но знаю, что 3 человек тогда вытащили из плена. Вот такие дела, это как бы поверхностно, если не усугубляться, не углубляться, как бы такие моменты. После того, как Юго-Западный фронт спустился в село Комсомольское, и что после этого произошло, мы тоже помним. Практически, можно сказать, весь Юго-Западный фронт стал шахидами. За исключением маленькой группы, которая ушла с Хамзатом Гилаевым. А я практически, можно сказать, сохранил более 100 человек, и они в дальнейшем уже активным образом уже работали на равнине. В районе нашего города и в пригороде в основном работал под руководством, группы работали под руководством Умадгира, герой, можно сказать, нашей Умы. А те, кто перешел на территорию Ингушетии, они работали под управлением Рустама. Тоже многие братья знают, о ком я говорю и чем они там занимались. А организация, финансирование, все, что им нужно было, соответственно, организовывал и поставлял я.
А когда вернулись в Грузию, в первую очередь Докка, вместе с ним еще 26 человек, мы на тот момент уже начали возрождать Юго-Западный фронт по факту уже в лесу. И возродили, и надо отдать должное, не отпускали вплоть до 2021 года, когда последний амир муджахидов Имарата Кавказ, амир вилаята Нохчичо Бутукаева Хамзат не стал шахидом вместе со своей группой. В отличие от Восточного фронта, который, можно сказать, сохранился целым и продолжал активный джихад, это, соответственно, в первую очередь заслуга Шамиля и Хаттаба. А начиная с 2002 года по 2005 год я практически больше работал уже с Шамилем, чем с Доккой. Шамиль был на равнине, я тоже. С 2002 года до операции 2004 года в Ингушетии мы с Шамилем практически жили рядом в одном квартале, и Шамиль меня как бы покоя не оставлял ни на минуты. И вот последнее время вот разговоры, которые ходят среди нашего народа, что ингуши нам не помогали или предали нас, валлахи, это тоже неправда. Они и помогали, и сражались вместе с нами, а порой и без нас. Таких операций было много, когда ни одного чеченца не было. Все муджахиды, которые участвовали в операции, были сами братья из Алгайче. А предателей, как у них и у нас, хватает и хватало всегда. И после вот этой операции 2004 года мы уже, и Шамиль, и я, и многие уже мы перебрались в Грозный, потому что ситуация Ингушетии обострилась, обыски, зачистки там не прекращались. Ну, соответственно, и в Чечне я как бы связь не терял, и в дальнейшем уже как бы работа продолжалась. До того момента, как я попал в плен кафиров в 2005 году. И выдержал все допросы, все испытания, все, что как бы пришлось испытать вот в этом плену. Валлахи, многое как бы прошло такое осмысление, становление и укрепление той позиции, на которой я нахожусь, вот, будучи в плену, да. И мне кажется, я получил много пользы от этого плена психологической. И также могу сказать, что не раз заставлял кафиров делать большие трудоемкие операции, отдавая им ложную информацию и координаты, что возможно, что там могут быть, возможно, что они там были. И я помню такой случай, когда после моего побега от кафиров Докку прислал одного брата, он тоже на данный момент живой, чтобы я как бы уже выехал с территории Чечни в Турцию для дальнейшей работы, чтобы я как бы здоровье свое вылечил, как бы, и так далее, и тому подобное. Я сразу отказался и сказал, что у меня кости целые, а сломанные уже срослись, мясо нарастет, я буду сопротивляться, а если я там у Докки и у других утратил доверие, то мне, иншаллах, это доверие как бы не требуется, чтобы сопротивляться врагу. И после адаптации уже начал втягиваться в работу. Доверие ко мне, я считаю, не было утрачено, потому что я никакого повода не давал, чтобы она утратилась. И начал налаживать работу с братьями по-новому. Ввиду того, что я не сдал ни один патрон, не говоря о схронах и людей, и тому свидетелю тоже живые есть, и не один на сегодняшний день. Делами, работа, я быстро восстановил цепочку, и все, как бы, наша работа продолжалась не меньше старой, можно сказать. И, соответственно, валлахи, и после плена я абсолютно себя не жалел и не сочковал, и не считал, что я должен уехать или выехать с территории джихада. И после второго моего плена, когда меня сразу перехватили кадыровцы и забрали у кафиров, чтобы на мне пропиариться и сделать
меня заложником для сдерживания именно Докки с попыткой торга, хотя я на 100% был уверен и знал, что это пустое занятие, что ни на одну минуту Докка не изменит тех решений и той пути, на котором он находится. И, соответственно, я также не собирался оставаться заложником и пропиариться на себя тоже им не давал. Если давал, то пусть покажут. Торг с Кадыровым я подвел к тому, что если они отпустят моего отца, то я подумаю над его предложением. Отца забрали после того, как я первый раз сделал побег от кафиров на 10-й день моего побега. И до самой смерти, по моей информации, держали на базе у Адама Сазанова в селе Жалки. И после второго плена я через 1,5 месяца опять организовал побег, и уже через 2 села, будучи уже, можно сказать, на свободе, сделал одну роковую ошибку и наткнулся на патруль, и опять меня забрали, вернули назад. И для того, чтобы совершить второй побег, мне понадобилось уже 2 года. Я это все описывал в роликах, многие об этом знают, не буду сейчас повторяться. И я хочу сказать, что мое становление продолжалось не однодневным и не какими-то наскоками. Находясь в той же Хоси-юрте, я, наблюдая за ними, за их действиями, за их отношениями, я утверждался, что я на истине и что я на верном пути. И, иншаллах, сворачивать с этого пути ни разу мне такая мысль не закрадывалась. Хотя Кадыров мне многое предлагал и обещал. И я более чем уверен, надеялся со временем, что я могу сломаться, и предвкушал свою победу и медиа-эйфорию, которую он так любит. После второго побега из Хоси-юрта потребовалось несколько месяцев, чтобы получить допуск в горы. Были определенные сомнения у них, я их в этом не винил. И в итоге я все равно поднялся, один джамат меня принял, этот лидер этого джамата и несколько еще человек тоже также сегодня живы и в курсе тех событий. Далее уже продолжалось мое наблюдение и становление среди муджахидов, как все было до плена и как все это выглядело после плена, после 3 лет разлуки с братьями, какие изменения произошли в делах и в словах, много дискуссий и споров после уже, когда я перебрался на базу к Докке, с Доккой спорил, отстаивал какие-то моменты, много разговоров и вопросов и диалога с Аидом Бурятским. И все это, я хочу сказать, продолжалось мое поэтапное становление. Трезво и осознанно формировалось мое мировоззрение железными доводами, где ложь, а где истина. С большим багажом и опытом испытаний на своей шкуре временем, я считаю, что сделали меня тем, кто я есть и на чем я утвердился настоящим. Когда я первый раз попал кафиром в плен, мне уже тогда было 43 года. А второй раз, когда я попал в плен, мне уже 46-й шел. Когда я сделал побег, мне уже было 49-й год мне шел. То есть это такой срок, такой возраст, когда нормальный умственно развитый человек наобум не совершает какие-то спонтанные поступки. В начале 2009 года, когда уже лесные братья муджахиды начали меня уговаривать, чтобы я выехал с территории джихада, именно как представитель на территории Грузии, я долго отказывался, отпирался, в итоге вынужден был согласиться с амиром и с другими амирами. И рискуя опять, мне привезли чужой паспорт. Один из наших братьев, который видел и знал меня на лицо, подобрал одного человека из своих родственников, который немного смахивал на меня.
И вот с этим паспортом, можно сказать, на страх и риск я как бы выехал с территории нашего джихада. И уже до 2015 года, можно сказать, представлял муджахидов как в Грузии сперва, потом уже здесь, в Турции. И уже после 2015 года, когда многие амиры дома уже сделали байат исламскому государству, после этого я уже, можно сказать, вел отдельно информационную работу, призывал, разоблачал, излагал свое видение происходящего. И вместе с джаматом, который твердо утвердилось на том, что тогда провозгласил наш амир Кавказа, доктор Абусман, и по сей день, иншаллах, я продолжаю свою работу. Точнее, на чем тогда утвердился и провозгласил Докку, это мы все знаем, что он ведет войну с неверными под знаменем «Ла иляха илляллах». И это означает, что он, как выразился амир муджахидов Кавказа, отрицает все, что связано с тагутом. Отрицает все кафирские законы, которые установлены в этом мире. Отрицает все законы и системы, которые неверные установили на земле Кавказа. Отрицает и объявляет вне закона все те названия, которыми неверные разделяют мусульман. Вот на этой позиции я и утвердился, и стараюсь развиваться и повышать свой иман. Докку этим решением закрыл двери для Иблиса в нашей идеологии и в нашей политике. И тот, кто сегодня старается открыть эти двери осознанно, валлахи, я считаю, что является врагами ислама и мусульман. И у кого есть что сказать и опровергнуть мою позицию, я готов, говорил и раньше, и повторюсь, встретиться и обсудить. А кто делает какие-то там пафосные выпады в интернет-ресурсах, мне их просто жалко. Также хочу еще раз напомнить, будучи в Хоси-Юльте, когда меня заставляли делать интервью, непосредственно собрав там разные интернет-ресурсы, примерно более 50 корреспондентов во главе с НТВ Вячеславом Грунским на тот момент, Фатима Дадаева, Альви Диниев, пусть они покажут вот тот интервью, часовое интервью, которое они у меня взяли. Пусть покажут и сопоставят со многими другими интервью, которые давали наши пленные, и пусть дадут свою оценку. Валлахи, также будет уместным сказать, ни разу и ни один раз я не строил свои цели и задачи, опираясь на чью-то помощь и ресурсы. Ни разу не ждал, что государство должно мне помочь, а после я буду делать, что они мне прикажут. Никто нам ни в первой, ни во второй войне нам не помогал, нашей группе. И мы не просили и не жаловались, и не искали оправданий для отклонения от джихада, и чтобы стать дезертирами. Никаких обид и жалоб, почему не дали, почему обделили, где наши должности и слава. И у меня в этих двух войнах шахидами стали 4 брата и родной отец. Иншаллах, я делаю дуа, чтобы они были лучших садах Фирдауса. Алхамдулиллах. И, иншаллах, надеюсь, что они за меня сделают шафаат в судный день. Также хочу сказать, что я все, что имел, поставил на это сопротивление нашему общему врагу. Есть дела, о которых еще не время говорить. Поэтому, иншаллах, завершая, хочу сказать, что говорить и обличать ложь, от кого бы она ни исходила, я имею право. Я это заслужил своей кровью и потом, в отличие от многих, и не собираюсь сворачивать с этого пути. Те, кто искажает нашу историю и кто способствует этому искажению, должны понять и не делать этого. А то, что сделано, аннулировать, убрать, сделать товбу и стать на сторону правды, примкнуть к тем, кто следует истине и следует по прямому пути.
та работа, которую мы сегодня ведем, я могу сказать, что это минимум того, что мы могли бы сделать. И то, что я умею и знаю. Была бы возможность содержать нужных людей, которые, можно сказать, есть по факту в наличии, но все они заняты своими проблемами, своей семьей, не имея прожиточного минимума, заставлять людей призывать к чему-то там, к риску, к работе публичной. У меня язык не поворачивается. Была бы возможность, иншаллах, мы смогли бы развернуть работу, мало бы не показалось бы. Желание есть, факты имеются, ну, иншаллах, всему свое время. Алхамдулилля, тем, что имеем. И время уже больше часа, не будем продолжать. Сделаем дуа ламру. И сегодняшний эфир я как бы подведу к концу, чтобы эфир не делать длинным. Пусть Аллах нас укрепит на истине, братья. Пусть Аллах укрепит наш иман. Пусть объединит нас на прямом пути. Просим Аллаха, чтобы ускорил победу мусульман во всем мире, освободил всех наших братьев и сестер из кафирского плена и сделал нас из числа его преуспевших рабов. Аминь. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ала илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух.